Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В Госдуму внесен законопроект, касающийся завершения строительства проблемных объектов. В частности, документом определяется, кому достанется квартира, а кому компенсация, если недвижимость была продана застройщиком несколько раз. Квартиру получат люди, чей договор долевого участия зарегистрирован первым в Едином государственном реестре прав. Денежное возмещение получает тот, чей договор долевого участия зарегистрирован позже, сообщил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Законопроектом предлагается передать ранее уплаченные застройщикам страховые премии в компенсационный фонд. Это станет дополнительным источником финансирования завершением строительства долгостроев. Минэкономразвития России планирует создать онлайн-помощника для малых и средних предпринимателей на электронном государственном портале «Госуслуги Бизнес». До конца года министерство планирует на базе портала создать маркетплейс всех видов господдержки от профильных институтов развития и федеральных органов, включая также информационную поддержку. Создание помощника планируется вторым этапом. Он будет работать наподобие Алисы, как у Яндекса, помогать предпринимателям ориентироваться во всех видах господдержки, предлагая максимально нужную услугу под конкретный вид бизнеса, отметили в ведомстве. Планируется, что через этого помощника можно будет подать заявку на получение того или иного вида услуг, отслеживать статус заявки и в оперативном режиме общаться с представителями госорганов. Субсидия на обеспечение скидки при покупке сельскохозяйственной техники аграрием в 2019 году составит 16 миллиардов рублей, заявил заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Такая форма поддержки существует уже 5 лет. В прошлом году была использована субсидия в размере 10 миллиардов рублей, что позволило приобрести аграриям порядка 17 тысяч единиц техники. Замминистра пояснил, что максимальная скидка в прошлом году составляла 10% от цены сельскохозяйственной техники. В 2019 году размер скидки составит 20%, и в этом году скидка меняться не будет. Семьи с 4 и более детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок ипотечного кредита, а не на 3,5 и 8 лет, как установлено в настоящее время. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. В правительстве считают, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки более радикально повысит спрос на льготные кредиты. Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018 года. В нацпроект образования нашей республики планируется включить дополнительно 45 аварийных якутских школ, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Об этом сообщил замминистра экономики республики Василий Десяткин. По нацпроекту образования предусмотрено строительство только одной школы на 250 мест. Мы работаем над тем, чтобы обосновать и дополнительно включить в национальный проект строительства 45 школ взамен аварийных, сказал Василий Десяткин. Отмечу, на ближайшие 3 года на реализацию национального проекта предусмотрено 4 миллиарда 36 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 8 миллионов федеральных средств, 2 миллиарда 727 миллионов из республиканского бюджета и 277 миллионов рублей из внебюджетных источников. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.